Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие, любимые зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Мужчина. Почему он молчит? В чем причина и что из этого выйдет? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на того, кто вам важен, кто вам интересен. Представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух задайте ему вопрос. Мой милый, дорогой, почему ты молчишь? Слушайте, мне аж даже неприятно говорить. Знаете, как голос пропадает. Действительно молчит, и у него какой-то ком в горле. Мы еще не начали гадание, песок уже уловил. Ладно, мои хорошие, загадывайте. Сейчас мы сделаем распаковку. Сейчас мы все узнаем, все поймем. Так и спрашивайте. Вот почему ты молчишь? В чем причина? Расскажи, да, раскройся нам. Пусть информация придет. Я обращаюсь к высшим силам с просьбой дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какие тут сердечки. Так, он не молчит, он молча страдает, вот так правильно сказать. Страдает, очень сильно страдает. Мужчина. Прям жалко его, слушайте, как его жалко. Не вас, конечно, жалко, потому что вы такого не заслужили, чтобы он так пропал, исчез, ушел в эту молчанку, еще и блокануть мог. Но с другой стороны, и у него сердце кровоточит, он очень страдает. Он сам не свой, он места себе не находит. Понимаете? У него такие муки тут. Стрелка вниз, пробитое сердце. Ну вот я вам сказала, да, вот ком. У меня был ком в горле, я его почувствовала. Ой, как ему больно, ой, как ему плохо. Ой, сдается мне, девочки, что вы стали жертвой оговора, жертвой сплетен, лжи и какого-то прям ужасного подлога. Да, подлог произошел. Здесь мужчине о вас что-то такое наговорили, что он там, не знаю, посидел. Просто посидел. В один момент, да, вот седые волосы у него появились. Если он у вас так седой, то волосы еще белее стали, да, вся краска ушла из волос. Говорили ему две женщины про вас. Две женщины. И какой-то мужчина еще участвовал. Говорил он или не говорил, я не могу сказать. Но он во всем этом тоже участвовал. Две женщины, вот они. И мужчина. Может быть, мужчина понимал, что происходит, но он, например, там смолчал. Да, эти женщины его там подкупили, либо уговорили, и он смолчал, он не стал говорить правду. Но эти две женщины, они его обманули по поводу вас. Какие-то страшные вещи они о вас рассказали. Страшные в плане того, что вы какая-то не настоящая, что вы не та, за кого себя выдаете, что у вас какие-то коварные планы на него, мысли, затеи, идеи, что вы так много мужчин погубили, так много вот типа жертв есть вашего коварства, вот несчастных душ, которые вы загубили, чьи сердца вы украли, там, не знаю, съели, что вы сделали, мумифицировали, может быть, что-то ужасное. Две женщины. Я не могу вам объяснить, кто эти женщины, потому что вы все слишком разные. Но эти женщины, они конкретно встали между вами и этим мужчиной. То есть, девчонки, вот если у вас была ситуация, что вы вот общались, у вас все было хорошо, и в один момент мужчина просто исчез из пространства, да,
не подходит к телефону, не реагирует на СМС, его нет дома, да, он типа куда-то уехал, непонятно куда, и вы такая в шоке, ну как такое может быть, да? Либо вы были вместе, да, у вас все было хорошо, и в какой-то момент мужчина просто вот как в колодец опустили, да, поменялся в лице, не общается, мурчит, бурчит и вот прям из дома бежит, да. И вы не понимаете, вы такая, как так, что произошло, что подменили, да, это не он. Оговорили вас, оговорили, про вас очень страшные вещи рассказали. Очень страшные вещи, которые его, но эта ложь его ранила прям в самое сердце. Он такое пережил, такой ужас пережил. Такая боль. Ну и сердце, вон, видите, кровушка капает. Так болит. Хоть вой, понимаете, хоть вой. Он жизни не рад, вот как ему болит. Представляете, вы для него любовь и счастье. Вы для него страсть, вы для него весь мир, вы его воздух, вы его кислород. И в один момент, да, кстати, вы его крылья, да, эти крылья взяли и подрезали, лишили кислорода, перекрыли. А мир погрузился во тьму, да, разбился на 1000 частей. Вот такое что-то страшное произошло. Да, здесь именно идет оговор, ложь. И этому мужчине, ну, просто внушили, да, что вы исчадие ада, что вы зло во плоти, и что, ну, он ошибся, да, с вами он ошибся. А почему мужчина поверил? Нет, он не такой легковерный, он не дурачок, нет. Там, ну вот прям чувствуется рука мастера. Возможно, мужчина находится немножко в измененном сознании. Возможно, мужчине действительно какие-то там доказательства предоставили. А в современном мире это все возможно, да, очень даже возможно. Там и искусственный интеллект, и эти фотошопы всякие, там программы, да, которые там все могут, и от реальной картинки не отличишь. Плюс там есть кто-то, вот кому он верит. Может быть, он верит одной из этих женщин, прям уверен в ней, что она 100% правду говорит. Может, он верит этому мужчине, ну типа там друг лучший. И этот мужчина с его молчаливого, скажем так, согласия, да, эта вся ложь, она всплыла, да, либо она на мужчину подействовала. Ну, в общем, какой-то ужасный ужас. И вы обижены, а он в горе страдает. Понимаете, вот разница, насколько у вас. Вы там на него иногда думаете, эх, паразит, да, ох, какой ты плохой. А он там страдает, мучается, сердце кровью обливается. Понимаете, вот мне идет, что специально вас развели, разлучили. Тут еще, кстати, и магия может быть. Причем сильная мара может быть. На мужчину мару навели, и он тоже из-за этого мог поверить. Мара вообще страшная штука. Если сильно сделает, то человек и с ума может сойти, понимаете? Просто может сойти с ума, свихнуться. Но что есть, то есть. Но есть и хорошие, кстати, новости. Сейчас я про них скажу. Не в самое ближайшее время, не со дня на день, может быть, чуть попозже, там, через неделю, либо в следующем месяце у кого-то отыграется. Ну, говорю, как есть, да, и так, может быть. Это все-таки жизнь, это варианты, и вы все разные. У мужчины как просветление какое-то случится. Он что-то либо услышит, либо узнает, либо о вас поймет. Ну, допустим, ему наговорили, что вы там распутница, да, что вы... Ай, господи, даже не хочется говорить. Ну, в общем, гадости наговорили. И он типа в это поверил, потому что какие-то доказательства были, либо мара была. Но там, со временем он, допустим, залезет в вашу соцсеть, там, инкогнито, допустим, посмотреть, и увидит, что вы там ничего не публикуете, либо, наоборот, у вас какие-то грустные публикации. И он такой, ну, странно, да, странно, если она там распутница, либо какая-то не та, за кого себя выдает, то почему она там грустная, почему она
там не публикует какие-то фотографии, почему она там ни с кем в отношения не вступила. Понимаете, вот это именно. Либо, может быть, вот этот мужик, да, который с молчаливого согласия, да, может быть, ему вот прям невмоготу станет эта ложь, и он ему раскроет глаза и скажет, что, ну, понимаешь, такая ситуация, да, я тебя обманул, да, либо я тебе не стал говорить, ну, тебя обманули, да, вот как-то так идет. Может быть, действительно Мара отпустит, и мужчина, проблески сознания, интеллекта, да, и он начнет думать, ну, как-то не сходится, да, что-то тут не так, не может этого быть. Ну, я вижу, что у него вот эта черная пелена, она сходит. Он начинает думать, он начинает размышлять, он начинает собирать информацию, он начинает к вам стремиться. В общем, это все дело, оно раскроется. Он правду узнает. Мужчина поймет, что его обманули, что вас подставили, что это все был какой-то ужасный замысел, да, разрушительный замысел вот этих вот двух женщин. С этими двумя женщинами он будет разбираться сам. Я вижу этого мужчину у вас на пороге. Не могу сказать, когда, извините, вы все разные, здесь не показали. Но он у вас на пороге, в дверь вашу стучит, а вы эту дверь открываете. То есть вы обязательно встретитесь, он обязательно появится, он обязательно проявится, он к вам придет. Либо, если вы общались в интернете, допустим, даже живете в разных странах, то мужчина добьется того, чтобы вы с ним пообщались, понимаете? Даже если вы его тоже в отместку заблокировали. Это будет. У кого-то отыграется, что мужчина вам все расскажет, да, вот что произошло, а у кого-то отыграется, что мужчина не станет вам этого рассказывать, потому что это все настолько ужасно, что он не станет подвергать вас этому ужасу, понимаете? Да у него просто язык не поднимется повторить те обвинения, которые вот эти женщины на вас выкатили. Смотрите, я вижу, что между вами будет опять общение. Вот видите, вообще вы пара здесь у меня. Все у вас будет хорошо. Для мужчины это очень серьезный урок. Урок тому, что нельзя быть легковерным. Доверяй, проверяй. Да? Даже самые вот доверенные лица могут тебя подставить и обмануть. Могут разрушить твою жизнь, понимаете? Счастье тебя могут лишить. Для него это очень крутой, сильный и болезненный урок. Для вас же, мои хорошие девушки, женщины, это, скорее всего, как испытание. Испытание на прочность, испытание временем, испытание, сможете ли вы его после этого простить или нет, какая вы отходчивая, да, злопамятная. Ну, что есть, то есть. Да, иногда вот плохие люди могут вмешаться и вот просто разбить идеальную пару из-за своей зависти, из-за своей злобы, из-за своей, не знаю, там, черной души. Может, там мама, может, соперница, может, там еще кто-то, да, подмешался. Но вот две женщины, мне идет две женщины, они встали между вами. И из-за них мужчина перестал с вами общаться. Но мужчина сейчас очень сильно страдает, ему так больно, ему так плохо. И если бы вы его могли увидеть, вы бы расплакались, вот насколько он плохо выглядит и насколько сильно он страдает. Значит, мои хорошие, о плохом не думайте, мужчину не вините. Да, вас подставили, его подставили перед вами, потому что нет, и вы добивались, да, что типа он там по-английски ушел, не прощаясь, и вы такая скажете: да пошел ты, я себе лучшего найду, да, может быть, на это тоже был расчет. В общем, никто ни на кого, пожалуйста, не обижайтесь, дождитесь этого момента, у мужчины просветление, вот оно показано, и он появится, он обязательно появится. Не будет это бесконечно долго продолжаться, он точно появится, и я вас опять вижу с ним парой. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.